В первую очередь хочу сказать о том, что та концепция конституционно-правовой реформы, которая была недавно представлена рабочей группой в Общественной палате, явилась результатом большой кропотливой работы, которая происходила у нас на протяжении 11 месяцев. Как нам представляется, реформу политической системы необходимо именно с реформы избирательной системы в государстве. Это важно, на наш взгляд, сделать по той причине, чтобы партии имели возможность напрямую участвовать в парламентских выборах. Все-таки здесь должен сложиться профессиональный политический класс в нашей стране. Партии – это то место, где можно профессионально растить политику. Человек, который приходит в парламент, он должен, на наш взгляд, иметь конкретные идеи, программные идеи, которые можно отстаивать и декларировать обществу на площадке парламента. Это будет совершенно другая политическая культура, на наш взгляд, и немного другой, более профессиональный, на наш взгляд, парламент. Не сомневаемся в том, что реформа политической системы власти даст положительные результаты в нашем государстве. Во-первых, на наш взгляд, реформа политической системы даст в первую очередь стабильность в государстве для спокойного развития общества и государства. Во-вторых, нам представляется, что это даст и открытость, публичность и прозрачность государственной власти перед обществом, и придаст большее доверие обществу со стороны органов государственной власти. И в-третьих, конечно же, это будет иметь плановый, системный, последовательный характер в решении важнейших государственных вопросов. Мировой опыт показывает, что смешанная система – самая сбалансированная система, которая позволяет более эффективно, более качественно осуществлять работу законодательного органа. Партии – это организации, которые объединяются по принципу конкретных задач и целей для развития государства. Поэтому мы считаем, что если партии будут иметь возможность попадать в парламент по партийным спискам, то роль партии в политическом процессе возрастет. И между ними возникнет здоровая конкуренция. Конкуренция тех идей и людей, которые эти идеи будут продвигать с целью развития нашего государства. Но при этом важно отметить, что одномандатные округа сохраняются в нашем проекте. Пропорция 50 на 50 или 60 на 40 – это все предмет обсуждения. Так как посчитают более эффективным субъекты, обладающие правом законодательной инициативы, такой вариант, я думаю, что общество примет, если оно будет обосновано. Мы предлагаем разные варианты, от 35 до 45 в разные пропорции. Поэтому это мы выносим на суд общества и соответствующих специалистов в области конституционного права. Что касается одномандатных округов, мы считаем, что связь избирателей с депутатом должна сохраняться через как раз представителей вот этих вот одномандатных округов. То есть тех депутатов, которые будут выбираться по той же системе, которая у нас в настоящее время работает. В каждом районе будет определенное количество одномандатных округов, где будут выставляться люди от инициативных групп. Таким образом, получается у нас смешанная система выборов в парламент, и парламент у нас будет представлен и партиями одновременно, и представителями районов, округов определенных, которые будут как раз заниматься представительскими функциями. Мы видим в этом то, что мы наконец получим работоспособные общественные организации, партии, которые на самом деле начнут заниматься профессиональной своей деятельностью. Наша концепция состоит из двух этапов. Первый этап – это реформирование избирательной системы. Второй этап – это уже перераспределение полномочий. В чем заключается первый этап? Мы знаем, что есть такая информация, что Министерство юстиции занимается подготовкой поправок в закон о политических партиях. И мы тоже считаем, что нужно в первую очередь реформировать закон о политических партиях, усилить роль партии, прописать многие направления, которые нужны для
избрание по смешанной системе в парламент. В 2027 году должны пройти выборы в парламент, и по нашей концепции мы видим уже, что эти выборы в парламент должны пройти по смешанной системе. И для этого у нас есть 2 года, чтобы подготовить политические партии для того, чтобы они представили уже свои партии в парламенте. Еще один вопрос, который обсуждается в обществе после того, как мы презентовали нашу концепцию, это вопрос увеличения численности депутатского корпуса. Но хочу отметить, что мы взяли за основу 45 человек не просто так вот механически подняли, увеличили количество на 10 человек, а в этом есть определенный замысел. Конкретно это появление там партии в парламенте представляет собой возникновение фракции, то есть фракции, которые будут состоять из определенных партий. Мы предполагаем, что в парламент могут попасть не более 3 партий. Соответственно, в парламенте будут функционировать 3 фракции. Но при количестве 35 человек фракционное представительство будет совершенно минимальным, что не позволит эффективно представлять партии и их идеи в парламенте. Поэтому мы взяли за основу количество 45. Но это не значит, что мы не будем рассматривать или принимать сохранение количества в численности 35 депутатов. То есть мы предлагаем 15 депутатов будут баллотироваться по одномандатным округам. Соответственно, получается, что округа должны уменьшиться, но уплотниться. То есть они будут в объеме больше гораздо, в 2,5 раза вырастут. И партиям мы будем предоставлять возможность по нашему проекту 20 мест. Соответственно, что мы хотим этим сказать? Почему партии получат 20 мест? Партии должны, соответственно, перед выборами предоставить список своих кандидатов. Вот это очень важная вещь, которую мы предлагаем. Избиратель, приходя на участок и перед тем, как придя на участок, когда будут проходить дебаты по этому поводу, будет предоставлять список кандидатов, которые будут присутствовать в партии. То есть фактически избиратели будут видеть людей, которые будут представлять те или иные партии на выборах. Далее у нас предусмотрена и форма правления, изменение формы правления нашего государства. Но начинать надо с избирательной системы, но одно без другого работать, конечно же, не может. Наша концепция вызвала дискуссию среди гражданского общества, в социальных сетях. Как раз таки мы считаем, что это очень хорошо. Любые идеи, которые повышают качество жизни наших граждан, новые законопроекты должны широко обсуждаться. А мы, как представители общества в общественной палате, должны об этом говорить открыто, с привлечением специалистов, просто граждан, общественности, что и было проведено в течение этого года. Мы выслушали разных специалистов, разных представителей нашего общества и пришли к тому, что написали заключение, отправляем нашу мысль, которая отражает чаяние нашего общества, можно так сказать, на суд президенту и парламенту нашей страны.